Сагам Цернокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла. Вы на канале Как-то так у Лейлы. Сегодня у меня на заказ мясной рулет и салат мужской каприз. Ну, еще есть 2 куриных рулета и котлеты по-киевски. Но сегодня я буду снимать только мужской каприз, салат и мясной рулет. Остальное я уже сделала без вас, поэтому снимать не буду. Ну, не успела просто, если честно. Вот, значит, у меня тут килограмм мясного фарша. Видно, по-моему. Если хотите, можете сюда добавить еще полкило мясного фарша и полкило куриного фарша. Но у меня чисто мясной. На этот фарш нужна вот такая вот средняя луковица. Можно чуть побольше. Что еще? Уже я сделала зажарку вот такую вот. Морковь с луком. Так, я вам покажу приправу. Вот такая вот букет кавказских трав приправа. Вот такая вот. Очень ароматная, вкусная. Я добавляю ее везде. Не купила ее тонзила. Также здесь и черный перец, и чуть-чуть красного перца, и просто чеснок. Сушеный чеснок вот такой вот добавлен в зажарочку. Теперь, сейчас я быстро перемелю лук через наш блендер вот так вот. Фарш, друзья, лучше прокрутить 2 раза. Через мясорубку 2 раза я его уже пропустила. Сейчас я быстренько перекручу лучок. И мы с вами будем делать рулет. А потом уже сделаем и салат. И потом отправим наш заказ. Так, ну что. Добавим сюда лук к нашему фаршу. Теперь чайная ложка соли. Прям такая хорошая с горкой. Даже чуть-чуть можно побольше. Так, на любой фарш, на любое изделие из фарша, на килограмм фарша я добавляю вот так вот чайную ложку прямо с горкой соли. Ну, вот такую неполную ложечку черного перца. Так, у меня вот чесночный перец. Тоже вот без горки чайная ложечка чесночного перца. А это, друзья, у меня манка. Так, столовую ложку. Ну, вообще-то я уже померила, не буду брать. Тут 3 столовые ложки манной крупы. Добавили. 1 яйцо, как вы видите, добавим. Так, котенок. У нас тут новенький котенок, он у меня играет в мой микрофон. Уйди. Так, и все теперь тщательно перемешаем. И также нужно тщательно отбить. Чем больше мы будем отбивать, тем консистенция мяса будет более вязкая, и рулет наш не будет ломаться. Ой, какой жгучий лук, друзья. И теперь будем отбивать. Ну, можно в чашке сразу же, можно на столе отбить. Как я сказала, чем лучше мы отбиваем, больше мы отбиваем, тем для рулета это хорошо. Так, ну вот, друзья, мы тщательно отбили фарш, но немножко дадим постоять фаршу, потому что, как вы видели, я добавила манную крупу сюда, она должна чуть-чуть разбухнуть. Минут на 10-15 оставим отдыхать, а потом уже будем заворачивать наш рулет. Так, ну что, теперь фарш наш настоялся, чуть-чуть смазала растительным маслом, еще немножечко отбила, и буду собирать наш рулет. Делаем из него прямоугольник.
Так, ну вот такой вот толщины примерно, неполный палец, можно сказать, да, чтобы вам было понятно. И кладем теперь зажарку. Это у нас на терке по-корейски нашинкованная морковь с луком, пожаренная со специями, я уже говорила вам вначале. Начинку можете, в принципе, какую хотите. Сюда еще подойдет сыр. Сегодня у меня сыра нет, будет зажарка такая и болгарский перец. Равномерно распределяем. Ну и теперь болгарский перец. Все. Теперь начнем вот так вот. Что нормально? Вот так вот. Собрали, вот тут вот прижали. Дальше. Здесь немножечко шов вот так вот разровняли. Закрыли эту сторону. Также закрыли вторую сторону. Так вот, чтобы мы знали, с какой стороны шов. Это у меня паприка, растительное масло и чуть-чуть соевого соуса. Будет такая вот смазка сверху. Духовку уже я включила. Рулет также можно замораживать вот в таком виде. И в любое время, когда вам нужно, выпекать. Завернем его. Лишнее отрежу. Такую конфеточку. Так, друзья, и вот так вот я кладу сюда силиконизированную бумагу. Ничего сюда не прилипает. Очень хорошая бумага. Перекладываем рулет. И я немножко сюда наливаю водички. И все в духовку. Минут на 40.
Давайте потом посмотрим. Будет видно. Так, ну и вот так вот в духовку ставила. Будет стоять, как я сказала, минут 40. Там посмотрим. Так, друзья, минут через 45 я открываю фольгу. И посмотрим, что тут. Одной рукой, конечно, неудобно. Наш рулет почти готов. Теперь немножечко, минут 5 еще пусть постоит без фольги. Ну и вот, друзья, наш рулет готов. Я его вынула из духовки. Дадим сейчас ему остыть. И потом разрежем. Сейчас я просто сделаю небольшую майонезную сеточку и, наверное, нарежу его. И посмотрим, будет ли он у нас разваливаться. Вот такой вот рулетик у нас получился. Чуть-чуть погодя, мы его разрежем. В принципе, его можно готовить за день вперед, чтобы он хорошо схватился, нормально резался. И тогда не будет никаких проблем. Сейчас пока, конечно, он горячий. Но я ему дам пока, ну, наверное, где-то час все равно дам остыть. Так, мои дорогие, вот так вот. Вот такой вот у нас получился с вами рулетик. Так. Вот так вот, видите? Все красиво. Все четко. Готовьте. Ну и, мои дорогие, теперь будем собирать наш салат «Мужской каприз». Я все подготовила, чтобы не отнимать у вас много времени. Для этого салата понадобится, как видите, какой вот красочный салат, да, будет. Мясо, морковка по-корейски, перец болгарский, красный, желтый, зеленый лук, зелень, фасоль консервированная, кукуруза консервированная и немножко свежих огурчиков. Можно и без огурчиков, но я решила сегодня немножечко добавить огурчиков. И вы знаете, я сердцевину убрала, чтобы не было жидкости, тем более им нужно только на завтра. Ну и, мои дорогие, у меня уже заказ приняли, такси уже заказ приняли, скоро будет, через 9 минут. Все это быстренько сейчас соберем. Тут уже без разницы, что и как. Как я вам сказала, заказ у меня, салат у меня на заказ. Так. С горошка и с кукурузы и с фасоли я, конечно, слила жидкость. Фасоль промыла. Фасоль, друзья, конечно, это не для рекламы, но все-таки вот такая вот красочная только у Бондюэля. Потому что почему-то вот другие производители такую красивую фасоль не заготавливают. Зеленый лук и зелень. Все, теперь добавим черного перца и добавим соли. Так, добавим масла растительного. Все я оставлю в описании и перемешаем. Так, водитель перезвонил, сказал, что будет минут через 10. Как раз я управлюсь, запакую все, и заказ мой уедет. Заказ едет далеко, между прочим, Молдавик. Он получается таким вот очень красочным и очень вкусным, и очень сытным, самое главное. Оно даже может быть идти, в принципе, даже вот как, ну, как основное блюдо. Она на свадебном, на таком столе, ну, не у нас, как закуска. Очень даже хорошо будет.
Маслица нужно еще. А где лампочки, которые вы купили? Лампочка вкрученная. Случаю лампу, просто она не горит почему-то. Там вкрученная, новая. Вторая вон где-то на полке лежит. Алдана, посмотри. Ну и вот, мои дорогие, заказ наш готов. Это куриных 2 рулета. Вот таких вот. Один я уже запаковала. Мясной рулет. 20 котлеток по-киевски. И салат мужской каприз. Бузю и Лёш. Приятного всем аппетита. Ну и все, мои дорогие. На этом я сегодняшний свой ролик закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш Дахалша.